Одна из легенд о создании мира гласит: плывет в мировом океане огромная рыба. На ее спине стоит черный бык Музьем Утищ Ош, а на его рогах держится сама земля. Этот миф о сотворении мира самый распространенный, и более того, мы практически во всех изданиях, посвященных мифам, легендам, сказкам удмуртского народа, используем эту иллюстрацию, в частности, в исполнении Менсадыка Гариповича Гарипова. Через его тонкие работы мы сейчас знакомимся даже с обычаями, обрядами, например, когда готовим те или иные книги, мы опираемся, например, на его картину про моление удмуртов, да, и это у нас картина становится как заглавная. Если мы представляем себе сотворение мира, мы опять же опираемся на его картину. Благодаря этой книге «Мифы, легенды, сказки удмуртского народа» вот мы, большинство из нас вот как раз знакомо вот этой сокровищницей устной удмуртского народа. В финно-угорской традиции образ утки и других водоплавающих птиц связан с представлением о мироздании. Образ утки или гуся, он связан в удмуртской традиции еще и с представлением о мироздании. И помимо того, что мы видим его воплощение в шулане, который тоже делается в форме уточки из глины, мы видим узор утки и в вышивке. Например, на севере Удмуртии на нижней женской рубахе в районе плеча обычно идет вышивка, которая символизирует утку. Возможно, это связано с тем, что именно девушка, незамужняя девушка, в дальнейшем, да, ее главной задачей было выйти замуж и дать в этот мир новую жизнь. Точно так же, как и в мифе о создании мира, который объединяет все финно-угорские народы практически, и даже поволжские народы можно шире, да, брать. По этой легенде считается, что когда-то не было земли, а была кругом одна вода и небо. И великий Инмар, проплывая над водами, вдруг увидел уточку. Откуда она появилась? Он и сам был поражен, но у него сразу возникла идея, а не создать ли нам землю? Тогда попросил он ее нырнуть на дно океана. Первый раз нырнула, не достала дна. Второй раз нырнула, не достала дна. А вот третий раз, когда нырнула, в клюве она достала луо. По-удмуртски луо – это песок. Эти уточки, они в культуре народа изначально использовались как обереги для семьи. И, как пишут этнографы, их использовали в Великий четверг, это чистый четверг. В этот день можно было свистеть. В древности у праудмуртов были разнообразные духовые инструменты. К ним же можно отнести и хозяйственные предметы. Пример тому – охотничьи манки. Свисток, который, возможно, использовался как манок, сделанный из зуба медведя. Опять мы в этом музыкальном инструменте, который относится еще к началу нашей эры, найден он был на Чагандинском городище, которое находится в Каракулинском районе Удмуртии. Скорее всего, он был связан, получается, с деятельностью охотников, которые проживали в наших краях. Это еще про финно-угорская такая, да, про финно-пермская общность, получается. Также мы видим, что манки, которые используются местными жителями, охотниками, они изготовлены зачастую бывают из костей тех животных, которые как раз были отловлены во время охоты.
Это кости соболя, куницы. Большая часть манков, которые относятся к периоду 9-13 века, хранится в фондах Национального музея, но в большей степени, конечно, богатство и разновидности этих манков представлены в первую очередь в музее Иднакар. На основании того, что были найдены манки, которые сделаны из полых костей, мы можем сделать вывод, что у них были духовые инструменты, но очень так грубо, простенько сказать, дудочки, возможно. Очень красиво звучит свирель, может быть, почему нет? Потому что раз использовали вот эти полые какие-то трубочки, которые можно получить из растений, из тех же, значит, деревьев, значит, наверное, были. Но это тоже предположение. Манки есть, манков много. Тем более, что практически каждый мужчина, да не практически каждый мужчина, это был охотник. Поэтому он использовал это орудие. И, возможно, уже после охоты у него были еще другие орудия, чтобы какие-то вот инструменты, которыми он играл дома. Во время археологических раскопок на территории Удмуртии находили варганы. По-удмуртски «ымкрещ». Два из них обнаружили в могильниках 8-10 веков. Самый первый язычковый варган в Удмуртии нашли на городище Иднакар. Носились они в специальных футлярах, ну вот, по крайней мере, на Качкашурском могильнике в одном из погребений был найден целостный варган и сохранился от него футляр, деревянный футляр, фрагмент футляра. Вот. Но тут уже можно точно говорить, что вот эти инструменты носились в специальном чехле. Изготавливали их из медных сплавов, ну, скорее всего, ближе к латуни. Вот. И также еще в 18 году при археологических раскопках на Нижнебогатырском селище было найдено 2 единицы фрагмента варганов, сделанных из кости. Вот. Это пока что предположение, что это варганы, но, по крайней мере, по своему внешнему виду, по типу, они действительно напоминают пластинчатые варганы, которые вот делали из медного сплава. Варган – один из самых древних музыкальных инструментов мира. В импровизациях искусного исполнителя можно услышать звук родной земли, шум ветра, воды, деревьев и животных. У каждого места свой звук, у каждого исполнителя свой мотив, у каждого народа свой варган. В удмуртском селе Якшурбодье он тоже есть. Мастера, которые прибыли к нам, были свободны в своем творчестве. Каждый мастер интерпретировал ворота, портал в своем видении. И вот мастера из Нижнего Тагила, Александр Иванов и Андрей Барахвостов, они увидели ворота порталом звука, порталом ветра в виде варгана. Варган, древний музыкальный инструмент, у них возвышается вертикально и является порталом для ветра. И через него, через звуки древней музыки проходят и птицы вместе с ветром. Для них это
портал во времени, портал в иное пространство, где живут древние языческие боги, духи земли. Еще один духовой инструмент — быс, удмуртская волынка. В фондах Национального музея хранится 2 быза. Их возраст более 100 лет. Бытование этого инструмента, оно локализируется именно в тех районах Удмуртии, где происходит межэтнический контакт, то есть, скорее всего, это некоторое взаимствование уже, да, от народов Поволжья. В первую очередь роднит, конечно, бызы, которые хранятся в коллекции Национального музея Удмуртской республики имени Кузьбая-Герда, именно с марийской-чувашской волынкой. Быз — это духовой музыкальный инструмент, основа которого изготавливается из кожаного мешка. Обычно использовали именно телячью кожу, и из дерева и из тростника выполняются уже элементы, которые выполняют функцию мундштука, то есть части, которые вводят звук, и трубочки, которые выводят звук. Игра на духовых инструментах в древности в большей степени была привилегией мужчин. Вообще изначально функция этих инструментов, прежде всего, это охотничья функция, потому что они применялись, как правило, охотниками именно в качестве приманки. И в данном случае еще выступает такая мифологическая основа, магическая мифологическая основа духовых инструментов, то, что суть их была в том, чтобы человек скрывал свой голос за голосом инструмента, потому что когда идешь в лес, ты должен стать своим для жителей этого ландшафта. Соответственно, ты должен спрятать свой человеческий голос. И вот в данном случае именно музыкальный инструмент становился вот таким предметом, за которым скрывался человеческий голос и, соответственно, как бы приближался к тем звукам, тем голосам обитателей, на которых ты вот в данном случае охотишься. Вот. Ну, а в дальнейшем вот эта вот функция, она перешла уже к пастухам, пастушья сигнальные инструменты появились. Это различные рожки, трубы и флейты. Но здесь вот тоже есть разная функция этих инструментов. То есть в одном случае это была сигнальная функция, когда подавали сигналы о выгоне скота, да, о том, что они возвращаются обратно. И уже хозяйки и домашний скот, они понимали, что вот, вот это определенный сигнал, он говорит о том, что, то есть, например, уже вот надо возвращаться домой, предположим. И другая функция инструментов – это то, что вот игралась музыка для себя пастухами. И в этом случае таким инструментом являлись флейты. Вот. Если говорить про удмуртские инструменты, то в данном случае такими инструментами были вот, пастуший рожок скал-щур изначально, который изготавливался из коровьего рога, он так и переводится, коровий рог, или в дальнейшем тутектон. Возможно, именно то, что вот сигнальная функция именно трубили, или просто вот русский эквивалент рожок называли, да. А флейтовым таким инструментом был ужигумы. Тоже название его связано с материалом, из которого изготавливался инструмент. Вот. И в данном случае вот на флейте играли мелодии, которые предназначались для слушания. Для себя в это время пасся скот и тоже очень благополучно слушал эту музыку. Ужигумы — удмуртская флейта, древний духовой инструмент. Его название происходит от слова «гумы», что в переводе «дудник», «дягель». Именно из этих растений его и изготавливают. У нас на полях очень много растет и дудника, и дягель, и сейчас уже везде заполнивший всю Россию борщевик. То есть они все идут для изготовления ужигума. Еще у нас его называют пекан. Вот. Он должен быть сухой, или можно его срезать и в тени высушить. То есть я высушивал, структура немножко другая, но в принципе годится для ужигума. Его берут сухим, выбираешь, чтобы не гнилой был, не съеденный, там без дырочек всего. И уже там перегородки убираешь, срезаешь сверху 45 градусов
делаешь отверстие, и в принципе ужигуму уже готово. Антон Васильев за свою жизнь смастерил немало ужигумы. И все они разные, не похожие друг на друга. Где-то теплее, где-то сиплые, где-то звонкие, но все разные. То есть сам материал, то есть где росла, какая влажность была, сколько солнца попадало, да, торфяник или глинистая почва, все это влияет на клеточном уровне, из чего он состоит, поэтому каждый материал, то есть ужигумы даже в 10 метрах в одном месте может звучать по-разному. Ужигуму было с одними или с двумя дырочками, но мы уже используем и с 3, потому что с 3 можно уже играть практически все мелодии, которые у нас бытовали, а с 6 дырками, конечно, еще больше. То есть диапазон увеличивается. С 3 дырочками это чуть больше октавы можно играть, а с 6 дырочками уже почти 2 октавы. Мастер не только занимается изготовлением ужигумы, чепчергана и других инструментов, но и играет на них. Чепчерган — голос народа. Злой Пери отнял его у людей, но одержал народ победу над гнетом, и воспел народ радость и свободу. Существует легенда действительно такая, и она действительно считается народной легендой о том, что чепчерган потеряли, и чепчерган действительно как голос народа. Но насколько эта легенда действительно традиционна, потому что, если честно, в этнографических источниках этой легенды я лично не нашла. То есть, на мой взгляд, скорее всего, это такой некий литературный образ, который создан был, возможно, для того же самого балета «Чепчерган», который написал Геннадий Николаевич Карепанов-Камский. Одним из исполнителей на чепчергане был Иван Шибалин из Силкинского района. Его инструмент сохранился, правда, не полностью, без раструба. Он находится в Национальном музее Удмуртии. В чем еще, наверное, такая отличительная особенность этого инструмента, что играть на этом инструменте очень сложно. То есть это нужна настолько сильная физическая дыхательная система, именно физические усилия. Мне, к счастью, еще удалось зафиксировать, даже найти исполнителя на этом инструменте. Это север Удмуртии, Кесский район, но, к сожалению, он к тому времени уже не играл на инструменте, именно аргументируя тем, что достаточно тяжело играть на этом инструменте. А возраст уже был достаточно престарелый, это уже ближе к 80 годам, и, соответственно, ему тоже было очень тяжело играть на этом инструменте, но он показал, как играется. Я действительно тоже пыталась это попробовать на себе, но это действительно очень тяжело физически, и это однозначно не женский инструмент. И этот инструмент, по словам нашего этномузыковеда Ариадны Николаевны Голубковой, вообще встречается только у 2 этносов, помимо удмуртов. Это коми, ближайшие наши соседи, у которых этот инструмент называется как ющ-пелян, то есть лебединая дудка.
и у некого сибирского племени УДГ. Причем, как отмечает исследователь, название у этого инструмента у народа УДГ утрачено. Вот, то есть аналогов этого инструмента в принципе нет, да, вот единицы. То есть это настолько уникальный инструмент, что для удмуртской этнокультуры это действительно тоже, как и крещ, вот, гуслевидный инструмент, да, тоже может стать таким действительно атрибутом удмуртской этнокультуры. Удмуртские свистульки, шуланы, еще одна разновидность духовых инструментов. Казалось бы, детская игрушка, однако шулан считается обрядовым. Использовали его в обрядах изгнания нечистой силы. Вот, свистели, ходили по деревне мужчины, брали и ружья, и всякие гремелки, шумелки. И вот этот инструмент тоже активно участвовал в этом обряде. После обряда все это сжигалось, очищая себя и дом. Да. Вот. А еще использовали этот инструмент женщины во время войны, когда мужчин было мало, да, и на войне были, и чтобы как-то средства сообщения с друг другом иметь, вот они пересвистывались, еще брали с собой и в лес, чтобы детишки не потерялись, тоже пересвистывались. Вот такой был очень нужный в хозяйстве сигнальный инструмент. Известный в Удмуртии мастер по изготовлению шуланов и других глиняных инструментов Анатолий Степанов ремеслом начал заниматься более 30 лет назад. Сейчас в студии керамики «Мугур», что переводится как «мелодия земли», творит вся семья. Самые первые это были, наверное, у нас шуланы. Самые первые это были уточки. Мы делали сначала просто свистульки, но потом нашли волшебное слово, и они у нас стали играть мелодии. Вот эти шуланы в виде уточки. Ну, постепенно у нас появились образы и лебедей, и появились образы, ну, тут есть и бычки. Это не просто свистульки. Они не просто, вот, чтобы сдавать звуки, они развивают мелкую моторику, дыхалку, слух. И поэтому мы стараемся делать не просто свистульки, я уже как сказал, а это музыкальные инструменты, на которых нужно учиться играть и развиваться. Есть среди инструментов умельца Анатолия Степанова и те, что рассчитаны на полный звукоряд. В руках мастера звучит Акарина Шулан, Мугуран Шулан, Тюрагай, Шудо-Бурдо. Последний переводится как «птица счастья». По словам Анатолия Степанова, играя на нем, нужно смотреть на человека через волшебный глаз и желать ему только добра и счастья. Вот такая сказка.
Удмуртские духовые музыкальные инструменты можно встретить не только в коллекциях музеев или в мастерских. Своим удивительным звучанием они наполняют современную музыку. Духовые инструменты удмуртской культуры, они действительно относятся к архаическому пласту инструментальной традиции, потому что это тот самый инструмент, который вообще живет в природе, в принципе. И не случайно многие исследователи подтверждают этот факт тем, что духовой инструмент появился именно как продолжение человеческого голоса. Крещ, кубыс, ударные и духовые. Будто сама природа каждый раз подсказывала человеку, когда он создавал музыкальные инструменты и играл на них, мелодию небесной росы.